Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Салам, хурматлы ватандашлар. Президент Америки Дональд Трамп подписал указ о государствах, гражданам которых будет затруднена выдача виз для въезда в Соединенные Штаты Америки. В числе этих государств Туркменистан. Задумайтесь, весь мир свободно приезжает, свободно уезжает, нет проблем. Почему в числе нескольких государств оказался Туркменистан? Неужели все эти события, которые проходят, то, что вылавливает в Турции людей, то, что стоят огромные очереди для получения визы и так далее, вот это вот вшивые леса, которые работают в МИДе, и этот придурок, так, Миллипидер со своим идиотом-засранцем, вокруг нашего государства, а государство это народ в первую очередь, создали такую ауру, из-за которой к Туркменистану такое отношение во всем мире. Ведь в Туркменистане исход, люди уходят, самый настоящий демографический кризис, города пустые. Они сейчас пытаются там разыгрывать, что там у них туристы, все что-то говорят, вранье. Стопроцентное вранье. Прошел суд над Джамал Базаровой. Той самой Джамал Базаровой, о которой мы выступали и говорили, что себе позволяют сотрудники прокуратуры. Мало того, что они ее незаконно посадили, не учли, что она мать-одиночка, у нее 2 детей, так они ее, во-первых, изнасиловали во время допросов в арабской прокуратуре, а в последующем там же уже в Абдушукуре прямо в тюрьме провели суд за 2 часа, с 10 до 12 часов за 2 часа, и осудили ее на 9 лет, а ее сожителя на 8 лет, а вот этого Мердана, который все это организовал, они отпустили из зала суда. Вот как Туркменистан расправляется с теми, кто хочет отстоять свою честь, кто хочет отстоять правду, только за то, что они осмелились бороться за правду. А что удивляться теперь? Конечно, сейчас международное сообщество тоже не слепое, видит, что происходит. Сейчас и другие государства, пожалуйста, посмотрите ролики вон на русском языке относительно Туркменистана. Поэтому здесь нет ничего удивительного. А тех людей, которых вы выкрадываете из Турции, подключаете Турцию к этому делу. УМИДу вы среди тех, кого взяли вот так вот и вот, значит, пытались незаконно вывести в Туркменистан, первая женщина, Умида Бекджанова. Посмотрите, теперь раз это государство борется и с женщинами, так, и их пытаются, значит, вывозить насильно, судить насильно, без адвокатов, мало того, насиловать. Ты что думаешь, Харамдак, Миллипидер, Сердар Зачак, у тебя нет дочерей? У тебя, Миллипидер, нет дочерей? Внучек нет. Вспомнишь, что сделали с Каддафи? Его самого изнасиловали. А что делали с его женами, дочерьми, это знает только история этого государства. Ты что делаешь с народом? Ты что себе позволяешь? Подонок? Нелюдь? Ты пытаешься запугать тех, кто сейчас выступает за правду. Они просто боролись за истину. А ты вот так вот шуганул, такой, дал вот этому придурку, своему другу, значит, вот право распоряжаться силовыми структурами. И теперь показываете, какие вы крутые. Вы хотите вот так вот заткнуть рот народу? Ну попробуйте, попробуйте. Теперь, когда будете выезжать, пробовать взять визу в Америку, вспомните об этом. В первую очередь ваши дети, потому что
правозащитники и оппозиционеры будут поднимать именно этот вопрос. Почему дети этих людей, которые в правительстве, могут выезжать сюда, и в первую очередь вот этот закон нужно применять по отношению к ним, к сотрудникам силовых структур, к их детям, к их семьям. Я хочу обратиться к народу. Никуда мы не убежим, и нигде мы не спрячемся, если у нас нет своей земли, если у нас нет своего народа. Куда мы убежим? Хорошо, ладно, убежали. Вы чернорабочие в Турции, вы чернорабочие в Испании. Что дальше? Куда вы убежали? Куда ваши дети будут убегать? Кто они такие, этот миллипидор, подонок, а? Политические проститутки, нелюди, которые добрались до власти и используют, значит, государственные институции для того, чтобы издеваться над людьми, для того, чтобы запугивать их. Мы никуда не будем убегать, надо бороться. Всеми законными способами мы должны бороться. И не надо бояться. А ну пусть попробует. Вас, посмотрите, уже миллионы там в России, миллионы в Турции. Но пусть сажает 2 миллиона туркмен, тюрьмы туркменские. Есть такие тюрьмы в Туркменистане. Просто нужно быть немножко организованнее и смелее. Так нельзя делать. Куда бегать-то? Куда убегать дальше? И народ должен быть убежден и уверовать в то, что справедливость есть. Потому что народ имеет право. Halkın hakkı var.